Всем привет, это дайджест новостей ОВА News. Меня зовут Эрес Мангуш, и мы начинаем. Извини. Всем привет, это дайджест новостей ОВА News. С вами Александр Хертек. Здесь я говорю о наиболее интересных и, возможно, значимых новостях прошедшей недели. Пользователи Яндекс.Браузера и приложения Яндекс с сегодняшнего дня смогут смотреть англоязычные видео в YouTube и других сервисах без субтитров. Компания добавила автоматический закадровый перевод. Для перевода на русский достаточно подождать несколько минут. Теперь пользователи могут перевести почти любое записанное видео на английском языке на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и ВКонтакте. Ограничения действуют на лицензионный контент. Например, сериал Netflix сервис не переведет. В России побит 8-летний рекорд по числу коррупционных преступлений. С начала года в России выявлено 24 тысячи преступлений коррупционного характера. Это максимальный показатель за последние 8 лет. Около половины преступлений приходится на старое доброе взяточничество. В каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тысяч рублей. Больше всего дел о взятках зафиксированы в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Размер ущерба от коррупционных преступлений составил почти 40 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество преступлений коррупционной направленности выросло на 17%. Интересно, действительно ли коррупции стало больше или просто ловить стали лучше? Как вы думаете? Напишите в комментариях. 8-летняя школьница из Якутска стала победительницей первенства мира по шашкам. Амелия Бурцева одержала победу во всех 3 программах возрастной категории до 9 лет. В этом году юная спортсменка пошла во 2 класс. Она является чемпионкой России по русским и международным шашкам. Бабушка Амелии поделилась, что ее внучка занимается шашками с 5 лет. В семье в свободное время любим играть в разные настольные игры, но Амелия заинтересовалась именно шашками. Поэтому начали водить ее на кружок, рассказала бабушка чемпионки. В этом году первенство мира по шашкам проходило с 20 по 30 августа в Каппадокии, это Турция. Вот отличный пример того, как родители ребенка нашли и решили развивать именно то занятие, которым ребенку интересно заниматься, а не то, чем хотели бы заниматься сами родители, реализуя свои несбывшиеся желания. Сбер объявил о том, что начинает выдавать ипотеку с 18 лет. Ранее это можно было сделать с 21 года. Они должны подпадать под основные требования. Первый взнос не менее 10%, срок кредита до 30 лет, стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев. В Сбербанке снижение возрастного ценза объяснили тем, что все больше молодых клиентов интересуются кредитами на покупку недвижимости. Представитель банка связал это с тем, что молодежь в России начинает достаточно рано работать. Что думаете? Ну, мой пример точно. Я тоже готов был набежать уже в этом возрасте. Но, получается, Сбер молодцы. Теперь явно стала меньше вероятность того, что должник умрет от старости, прежде чем выплатит ипотеку. А еще возникает несколько вопросов. Это кем нужно работать, чтобы в 18 лет иметь 10% первоначального взноса, учитывая нынешние цены на жилье, особенно в Туве? Ответы в комментарии. 60 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира. Это рекорд. В рейтинге, составленном журналом Times Higher Education, оказались Московский государственный университет, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет, Высшая школа экономики МИФИ, Санкт-Петербургский горный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Донской государственный технический университет,
Томский государственный университет и МИСИС. Кстати говоря, эти университеты вошли в десятку лучших вузов России. В целом, в рейтинг лучших университетов мира вошли 1662 вуза из 99 стран. Первое место в рейтинге 6-й год подряд занимает Оксфордский университет. Второе место разделили Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Рез, встань обратно, пожалуйста, а то я в пустоту говорю. Мне так не могу я. Урок футбола ввели в 150 школах России в новом учебном году. Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. В рамках проекта «Футбол в школе» Российский футбольный союз объявил о том, что с 1 сентября в 150 общеобразовательных школах 8 регионов России будет введен урок футбола. В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей Республики Татарстан, Чувашской республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы Российский футбольный союз за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола. В следующем году к проекту присоединятся в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов России. С каждым годом число школ будет только расти. Мне нравится. Как по мне, любое нововведение в школах зайдет на ура. Ну и всякое это лучше и интереснее, чем уроки физкультуры, которые сейчас в школах проводят, где физрук заставляет детей тупо бегать вокруг школы до упаду. Бездомный пес стал консультантом салона Hyundai, и это без собеседования и опыта работы. В Бразилии сотрудники местного автосалона Hyundai приютили собаку, которая каждый день прибегала к зданию и коротала дни у входа в салон. Консультанты решили обеспечить пса всем необходимым – заботой, любовью, жильем и даже работой. Теперь собака по кличке Тусан Прайм сопровождает сделки и бегает около покупателей, заставляя их уехать от него в салоне нового автомобиля. Сообщается, что многие покупатели возвращались в дилерский центр даже после того, как купили машину, просто чтобы поздороваться с собакой и принести ей вкусняшек. Хороший мальчик? Прикольно, что собака работает в Корее. Хорош. Типа корейцы едят собак? Ну, типа да. Это атовизм, они уже так не делают. Apple наняла 2 бывших инженеров Mercedes для работы над электромобилем. Производство по планам начнется в 2024 году. Один из новых сотрудников теперь работает в отделе специальных проектов на должности инженера-проектировщика. Во время работы в немецкой компании он курировал вопросы массового производства автомобилей, рулевого управления, динамики, программного обеспечения и управления проектами. О втором сотруднике известно лишь то, что он также работал в Mercedes и был нанят совсем недавно. Таким образом, новые сотрудники пополнят список специалистов, нанятых компанией Тима Кука и ранее работавших на других автопроизводителей. До этого Apple переманивала сотрудников Porsche, Volkswagen, BMW, Audi и Tesla. В рамках проекта по созданию своего первого электрокара, который Apple сохраняет в строжайшей секретности, корпорации приходится полагаться на опыт специалистов из других компаний. Нет, ну, они, по-моему, давно еще электрокары запускали, но я не слышал новостей о том, что они у других наоборот переманивают. Как думаешь, а с выходом последующей новой модели старая будет лагать? А колеса будут отдельно продаваться? А подписка на езду платная? Власти Сингапура начали тестировать в общественных местах робота Ксавье. С 5 сентября этого года 3 недели Ксавье будет работать в районе Тао-Пайо в Сингапуре и реагировать на курение в запрещенных местах, неправильную парковку велосипедов, мопеды на пешеходных дорожках и если на улице собрались вместе больше 5 человек.
правило действует на время пандемии. Как только Ксавье найдет нарушение, он отправит сигнал в Центр управления и контроля. Использование робота сократит количество патрулей на улицах и увеличит эффективность контроля, считают разработчики. Мне бы в Южном такой робот не повредил. Всяких абрыганов доставлять куда надо. К новостям Тувы. Роспотребнадзор Тувы до 15 сентября обязал всех работодателей вынести приказ о вакцинации работников государственных и частных организаций. Непривитых сотрудников без медицинского отвода из сфер повышенного риска нужно отстранять от работы без сохранения заработной платы. Это касается даже тех, кто трудится удаленно. Основание для таких действий является статья 76 Трудового кодекса, говорится в письме Федеральной службы по труду и занятости. В письме также отмечается, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Таким образом, она становится обязательной в случае принятия регионального постановления об обязательной вакцинации отдельных граждан, пояснили в Минтруде России. Интересно, Роспотребнадзор знает о существовании такого федерального закона, как закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. 5-я статья части 1 этого закона говорит о том, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Также у нас есть федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. Пункт 5 статьи 2 этого закона говорит о том, что постановка профилактических прививок является медицинским вмешательством. А часть 1 статьи 20 этого же федерального закона говорит нам, что необходимым предварительным условием для медицинского согласия является добровольное согласие. Но мы-то знаем, что живем не в самом правовом государстве. Президент говорил, вакцинация добровольная. Владислав Хавалык добился снижения цены за тувинский уголь до 2220 рублей за тонну. Это на 476 рублей дешевле цены, установленной с 1 января этого года. Высокая стоимость угля в регионе вызывала в социальных сетях ежегодно накануне старта отопительного сезона большое напряжение. При этом сами угольщики всегда отмечали, что тувинский уголь – это уголь жирных марок, который должен быть использован и востребован в металлургии. Это дорогие марки угля. Однако, как выяснилось, этот же уголь продавался за пределы региона по цене ниже стоимости, по которой он продавался населению. Получается несправедливо. Далее цитата. «Подписал решение, которое снижает цену на уголь для населения. Значит, разрез должен отпускать его по 2220 рублей 10 копеек за тонну». Решение далось непросто. Угольщики настаивают на сохранении и даже увеличении действующей цены. Честно говорю, им не согласен. Очень сильно сомневаюсь в обоснованности этого решения. За 10 лет наш уголь и так подорожал почти в 5 раз, пояснил свое решение в своем блоге Владислав Хавалык. Служба по тарифам республики выяснила, например, что в себестоимость угля включались косвенные расходы, не имеющие отношения к добыче и реализации. Да и прямые затраты оказались в некоторых случаях раздуты. Уж не говорю о том, что на внешних рынках компания подчас продавала уголь по меньшей стоимости, чем предприятиям, учреждениям и жителям республики. Фактически покрывала за наш счет издержки и получала прибыль, причем неплохую, по 200-230 миллионов рублей в год. С нашими доводами согласились и в Федеральной антимонопольной службе, пишет Хавалык. Также Хавалык чутко относится к развитию электроэнергетики. Он транслирует проблемы на федеральном уровне и выстраивает отношения с операторами сетей. Напомню, в Туве в прошлом году Россети построили цифровую подстанцию и полностью реконструировали сети в Кохеме за 700 миллионов рублей. А в этом году сибирские энергетики там полностью обновляют изношенные сети и ставят умные приборы учета в 2 городах и 5 населенных пунктах. Со своей стороны, временно исполняющий обязанности Владислав Хавалык тоже чуть ли не каждую неделю на федеральном уровне поднимает вопросы энергодефицита и развития сетей.
При этом президент России, а затем и Александр Новак с Николаем Шульгиновым, по словам Хавалыга, поддержали строительство линии в 220 киловатт Шушенская опорная Туран. При этом правительство дало Туве субсидию по снижению тарифа на электроэнергию для юрлиц, а деньги, что были сэкономлены в результате этого бюджетными учреждениями, Хавалык направил на компенсации тарифа для населения. Вот если и жители будут платить за электроэнергию исправно, так вообще будет красота в электроэнергетике нашей с вами республики. С 1 сентября преподавателям техникумов и колледжей Тувы будут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за кураторство. Владислав Хавалык подписал соответствующее постановление. До сих пор с 2020 года такие доплаты получали только учителя школ. Всего около 2500 человек, я в том числе. В нынешнем году их распространили и на кураторов групп в учреждениях среднего профессионального образования. Они коснутся в общей сложности 323 педагогов в 15 учебных заведениях. С учетом районного коэффициента доплата за классное руководство в большинстве училищ составит 9500 рублей. В Тоджинском горном техникуме, на который распространяется северная надбавка, преподаватели будут получать дополнительно к зарплате 11 500 рублей. Федерация компьютерного спорта Тувы совместно с Департаментом культуры, спорта и молодежной политики и Агентством по делам молодежи анонсировали проведение Королевской битвы, посвященной Дню города. Общий призовой фонд 40 000 рублей и призы Агентству по делам молодежи, сообщает Тува Медиа Групп. С 11 по 12 сентября пройдет турнир по PUBG Duo и PUBG Mobile. Турнир проводится в два этапа. Первый – отборочные игры проводятся 11 сентября и второй – финальный 12 сентября. Все игры, как известно, в формате онлайн. Ссылки на регистрацию в Тува Медиа Групп. А ты знаешь, что наша компания тоже участвует? То есть от нашей компании участвуют наши ребята. У нас есть своя команда ОВА Гейминг. Зарегистрировались уже? Да, это мои дети. Да? Да. Нормально. Они, кстати, Так давай тоже сделаем команду. Жители Тувы потеряли около 15 миллионов рублей в финансовой пирамиде Финико. В правоохранительные органы Кызыла до сих пор поступают жалобы граждан, ставших жертвами пирамиды. В производстве органов следствия МВД Тувы находятся пока 12 уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей мошенничества. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 16 декабря 2020 года по 23 июня уже этого года подозреваемая местная жительница 1974 года рождения, представляясь представителем компании Финико, предлагала 20-30% прибыли в месяц от инвестиционных вложений. Компания Финико функционировала под видом инвестиционной компании, занимающейся вложениями в криптовалюту и управлением ими. Финико объясняла такой высокий доход наличием в компании некой мифической команды трейдеров, которую никто никогда не видел, и которая якобы ежедневно торговала в плюс, используя все доступные финансовые инструменты от фондового рынка до криптовалют. Граждане, доверившись компании и поверив в легкие деньги, вкладывали различные денежные суммы. Хотя Центробанк еще в марте заявил, что Финико имеет все признаки финансовой пирамиды. Вот постоянно такие новости. Мошенники увели у жительницы Тувы там 150 тысяч. Или там кызылчанин перевел мошенникам 400 тысяч. Любит наш народ легкие деньги. А легких денег не бывает. Надо работать. Работать. Когда вот договорились работать, тогда и надо начинать работать. Пару слов о том, как наши спортсмены радуют нас вопреки всему.
Так, 4 сентября в Татарстане Андар Ринат выиграл раздельным решением судей в турнире EFC. Это промоушен, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. И оказывается, это далеко не первая победа в тувинском ММА в этом году. Следят за победами наших ребят небольшой, но крепкий круг самых преданных фанатов данного вида спорта. Мы исправляем это недоразумение. 18 июня Андар Тумер во втором раунде техническим нокаутом выиграл в Красноярске в промоушене AMC Fight Night. Иргит Авенчи задушил противника в EFC. В этот же день в этом же промоушене Оржак Чаян выигрывает единогласным решением. В общем, все победы перечислять не будем, их немало. Я это к тому, что ребята на чистом энтузиазме при поддержке своего тренера Кыргыз Аржана, который их настраивает морально, мотивирует, тренирует и к тому же сам участвует в боях и выстегивает противников, как это было, например, 29 августа в Новосибе. Я это к тому, что если ребята без помощи властей и без серьезной спонсорской поддержки добиваются таких результатов, то представьте, что будет, если власть обратит на них внимание. Следующий бой, кстати, 17 сентября. Не пропусти. А на этом все. Это был дайджест новостей O1 News. Встретимся через неделю. Счастья, здоровья.